Завершился велосипедный сезон 2011 года, и наш тренер предложил закрыть его групповой гонкой на дальнее расстояние. Мы долго выбирали маршрут. И тут я вспомнил про уникальный природный парк Мурадымовское ущелье, который находится на Южном Урале, а точнее на территории Кугарчинского района Республики Башкортостан. Вскоре мы отправились в путь. Уже в дороге тренер рассказал нам, что вдоль Уральских гор когда-то проходила одна из ветвей древнего торгового пути. И прибавил: а может, это просто выдумки? Я был заинтригован. А что, если по этим местам действительно когда-то проходили караваны верблюдов, навьюченные тюками с шелками и пряностями, фарфором и чаем, золотом и серебром, и мне удастся найти этому подтверждение? Первое, что мы увидели на Кугарчинской земле, это было огромное строение – Юмагузинское водохранилище. Я был поражен его красотой. В 1999 году было принято решение о строительстве водохранилища. В 2003 году было осуществлено перекрытие русла реки Белой, мы его перекрыли. А в 2007 было уже закончено окончательно и запущено в эксплуатацию весь комплекс сооружений. Нас пригласили прокатиться на катере по реке Белой. Я услышал много интересных легенд, связанных с этими местами. Узнал легенду о Азан-Таше. По легенде, воины-башкиры шли на бой. Приближалось время намаза, а мечети поблизости не было. Тогда мулла поднялся на эту скалу и уже с ее вершины прокричал азан. Домой воины вернулись с победой. Также увидел скалу, которую называют скалой вождей. На ней 40 лет назад были написаны образы Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина. Узнал о бедняке Митрошке и о верном псе по кличке Муйнак. Здесь вот был порог, который называется Митрошкин камень. История гласит так. При Екатерине II у нас были медиплавильные заводы. Медь возили на плотах. Был такой хороший плотогон, Митрошка. Хозяин ему сказал: если ты плот с медью спустишь до большой воды, то получишь ящик водки в награду. Ну, Митрошка уже обрадовался, забыв про последний камень. Зацепился и разбился. Хозяин его за это наказал плетью, забил его насмерть. Скала называется чертов палец, потому что, видите, вот она похожа на палец, на указательный палец. Раньше здесь сплавлялись на байдарках, лодках, здесь были пороги, и эта скала предупреждала о препятствиях. Башкирская легенда говорит, что это называется Муйнак-таш. Охотник со своей собакой по кличке Муйнак охотился здесь, и собака у него отстала. Хозяин ушел домой, собака осталась на том же месте и окаменела. А еще мы узнали, что когда-то на месте современного водохранилища проходили раскопки, и археологи нашли необычные древние захоронения. В свое время мне довелось работать в зоне строительства Юмагузинского водохранилища на берегах реки Белой. Мы вели раскопки интересного поселения бронзового века. Там жили
скотоводы-срубники. Они не были кочевниками. Их хозяйство было пастушеское скотоводство. Они жили в больших полуподземных жилищах. Там же скот содержали. Это племена индоевропейской языковой группы. Долгие столетия жили на территории Южного Урала. Они были одними из первых металлургов. Они освоили выплавку меди. И Южный Урал их как раз во многом интересовал, поскольку на Южном Урале известно множество месторождений меди. На другом берегу располагался очень интересный могильник эпохи поздних сармат. В одном из погребений были найдены, во-первых, 2 глиняных кувшина, которые были сделаны далеко от Южного Урала, на территории современной Украины, в городе Ольвия. Это греческая колония на берегу Черного моря. Но еще более интересно, что в руках у мужчины, который был захоронен в этой могиле, лежали 2 монеты, медные монеты. Одну легко определили специалисты по нумизматике. Она принадлежала известному боспорскому царю. А вторую монету, это очень редкая монета, выпущенная Фарнаком, царем Пантикопей. Он правил очень недолго, поэтому он успел выпустить совершенно небольшую серию своих монет. И вот одна из таких монет была найдена на Южном Урале. И почему эти монеты лежали в руке у покойника? Это обычай, который у греков назывался оболхорона. Умершему человеку или в рот, или в руку вкладывались монеты, чтобы покойник заплатил хорону за переправку души в царство мертвых. От греков этот обычай попал к сарматам, и вот он в том числе был зафиксирован у нас на Южном Урале. Впереди нас ждали не менее интересные места и приключения, и мы отправились дальше по следам великого шелкового пути. Следующим пунктом по пути следования к Мурадымовскому ущелью был центр современного Кугарчинского района, село Мраково. Дорогая, потому что у нее богатая история. А первый раз в документах это село, тогда называлось аул Красный мечеть Хазалмясет, упоминается в путевых записках академика Ивана Ивановича Лепехина, который посетил село проездом из Зилаирского медиплавильного завода по пути на Вознесенский медиплавильный завод. И тем самым документально дало основание считать, что село, сейчас Мраково называется, существует с 1770 года. Село было названо именем человека по имени Мурак. Именно Мурак. Это башкирское имя. Первоначально в Красной мечети жили чисто башкиры. Это уже известно и точно. Потому что заселение территории Башкортостана началось только после освоения Оренбургской экспедиции территории Башкортостана. Это после 1750-70 годов. Здесь жили башкиры-кипчаки в основном. Хотя на территории района живут 2 рода башкирских племен. Это кипчаки и бурзяне. А Мраково чисто кипчакская деревня. На территории района известны курганы тюркских кочевников. Я говорил о каменных изваяниях. Их оставили знаменитые племена кипчаков. Сам народ не сохранился. В очень многих современных тюркских народах как компонент сохранились кипчакские элементы. Это и у татар, и у башкир, и у узбеков, и у казахов, и у нагайцев. Это была зона как раз контакта степняков, кипчаков и лесостепного башкирского населения, предков башкир. Зона обмена, там явно проходил торговый путь вдоль реки.
посетили Мраковский краеведческий музей, где я услышал историю знаменитого медиплавильного и Покровского завода, увидел красочные диорамы, а также узнал о жизни и творчестве знаменитых кугарчинцев. В самом начале XVIII века территория исторического Башкортостана оказалась объектом интенсивного горнозаводского освоения. На территории исторического Башкортостана было построено 102 завода. А к середине XVIII века горнозаводское строительство передвинулось в центр и на юг Башкортостана. Вот Покровский завод был построен Александром Ивановичем Шуваловым. Был запущен в 1958 году, и в первый же год завод выдал 2019 пудов чистой меди. С 1963 года начинается спад производства. В 1967 году завод остановил свое производство. В 1972 году оренбургский купец Журавлев купил за незначительную цену и продал Твердышеву, то есть симбирским купцам. Твердышевы восстановили завод. В течение 3 лет завод хорошо работал, но в 1973 году завод оказался в эпицентре повстанского движения. Среди жителей Покровского завода до 1967 года проживал полковник Пугачевской армии Соколов Халапуша. 1774 жылда деп ядылған завод юандыралар так, Пугачевшылар так. Вот. Шуға уситіп, губернатор Орынбордан ебара была карательный отряд, өзарты Мұрадам олын юандыра. Халқын туылдыра, маллар қуала алып кетілер де, өлтіргенлер де болғанларын, өлтіргенлер де. Халық қасып қалғаны түрге торылған болғанлар енді. Оғынан мұна шол 1795 жылдар адақларында мында келіп көсіп отырғанлар. Вскоре наша вива-группа приблизилась к селу, где когда-то жил ясновидящий народный целитель Шамигул Хальфа. В свое время молва о его потрясающих способностях распространилась по всей России, и к нему за помощью приезжали со всех концов огромной страны. Мы встретились с его внуком. Ана мен хатırlayым өзімше болашақтан Шамол қартайды. Олы олпат кәудәлі, оқтан ғана кейіне тұрғанына, кең гіне оқ күлмәкіштан, сондай оқ yüzlі бола тұрғанына. Шамол Халфа ол 1276 жылда туған, ол туып өскен Сейтқұл ауылында, Көкерсін районының. Шунан енді оңғарақ көсіп келе ол Түкет ауылына, оғанда ұзақ ешемей, ұшы оқшатып, бұстой ауылын яратып енді, бұстой ауылына ешерге келе. Бір молла тәқтеме айдаты, сол оқырға керек деп, сонда өзі сығып кете Өзбекстан жағына, yollanıp, Özbekistan'da yürüp, okup koytaydı. Ziyaret kılıp, köp yerlerge yürügen, koy yerlerde evliyeler, yerlengen yerler var. Evliye tağ, ешқына шунда менеп, өзінсе ziyaret kılgan. История гласит, что на самой вершине этой горы находится священное захоронение XIII века. Здесь похоронен мулла со своей женой, детьми и внуками. Во время нашествия татаро-монгольского ига он призвал башкир не подпускать врагов к своим землям и стоять насмерть. Bir күнде біздің yurt алдына 2 пар ат егілген қонақтар келіп тоқтаны. Баймақ районынан Мұжауыр хазірет, Үрген ауылынан Ахмадулла хазірет, Шамиғұл халфа. Олардың мақсаты ауылымыздың күнбайыш үлішінде орналасқан әулие тауында мініп әулиелерге аяттары оқу. Арба әзірленік, hem arbağa ultırtıp, ola tayızı
Uyaz boylap, hürep alıp menip gittik. Bir nindey ağırlıkta hizilmey menip gittik. Kabirler yanına barıp bastık. Ola toy barımızla tezip koydular. Tilekti yerge qaraptı, ol kukka qarap tilegiz. Allah'ı Teala yetinse kat kukta orunlaşkan dip anlattı bizge. Kıskırıp ozan ettik. Balalar sınlap durugul. Tilden tilge kuse barhan, bul izge urun. Her vakit bul kabirlerdi kazirlep maturlap durugul. Olar bişev, bir gayle Yavuz İlbasarlarga karşı etret uyuşturgan. Şunu kimdir Yavuz bendeler hilegen, hem ulardı bir kündü başların kiskenler. Kumirge yer vermegenler. Alıp gelip tünde kumgenler, bir kimde bilmegen. Günderдің bir gününde ol gayet bayramı bola. Şul tünde bunda ut balkıp yana. Kurine. Şan ağıl halkı bana nim değmedek bunda. Kimder ut jağıp ultrayken dip minheler. Kabir, taş bilen uğratılgan kabir. Şunan onu Evliya Dağı dip atap, kişiler kile başlanırlar. Şulay tip hilep, mine olatay vağaz kaldırdım. İzgi urun tip isepley halık. Şamıgıl halfe ol bizge düşüp yürünü. Ol evliyeti birliklerinden. Oldan beleyini kişinin ince yavru bilen gel. Uruslar da geldi ağa. Meskövden de geldiler de pileyler ağa. Bütün bulgan nersege şükür etti. Bütünüsün üretti. Şundan biz bütünle yoğaltkaç bek ağır buldu indi. Bizden halkka bek ağır buldu indi. Şul hayatlık kim ağırsa da şebeytmi koymadı beytul. Şulay dep bu babayının yamanlığını söyley algan kişi yoktur anın. Anın yamanlığı tiymedi. Bir kişiye de tiymedi anın yamanlığı. Yerlendi ol Sayıtkıl avulunda, Doğan avulunda. Anda yaşkına kişiler bile onu hürmet edip Kasan barma ya yavlıklar, aksalar zeyratında. Anda bir de hukmak üzülmey. Biz üzerinde yaşkına olup durağında. Mana o vakitte Kazakistan yağından geldiler. Oya tokap, dua kılıp, zeyrat kılıp, o Kartay'ın zeyratında bulup, kayıp gittiler onlar. Yılda mala 2 yılga, 3 yılga bir kelip duralarına şu neyler. Bizning Urgumir avulu sitinde Ulu Badar yolu degan o'rin bor. Bu Badar yo'lining tarixi shuning bilan bog'liq. Urgi-Xat, Maqsud, Ardat avullari o'sha Ulu Badar yo'lidan Sholkovый путь deb atalgan yo'lga chiqqanlar. Ular Troitsk avuluna hatuga yurganlar yoki Badarga yurganlar. Kim bal hatgan, kim o'zining mol tuvarin ham boshqa nima bilan shug'ullangan, shularni olib borib hatu etganlar. В далекие века на Кугарчинской земле жила женщина, которую в народе прозвали святая Бендебике. Легенда гласит, что в давние времена башкиры страдали от междоусобных войн и набегов казахских племен. Бендебике сумела уговорить своих соплеменников и соседей жить в мире и согласии. Благодаря ей погасли костры пепелищ, прекратился плач женщин и детей, высохли слезы стариков. На земле воцарился мир и покой. Она стала пользоваться большим уважением не только у башкир, но и у соседних народов. Молва о ней распространилась по всей Европе и Азии. Мы посетили одно из древнейших и священных мест Кугарчинского района – Кашине Бендебики. Бендебике завещала похоронить ее в собственном доме. Башкиры исполнили волю покойной. Они возвели над ее домом высокий курган, а затем, желая увековечить память о ней, построили на этом месте мавзолей из кирпича. Надо понимать содержание археологического памятника. Вот оживить археологический, мертвый археологический материал, тем более, когда ты имеешь дело с средневековым археологическим памятником, надо изучать литературу, прежде всего фольклор башкирского народа, фольклор народов мира, Урала, допустим, Степной Евразии. Это я понял сразу, как я стал работать археологом. Самый известный памятник Кугарчинского района – это, конечно же, мавзолей Бендебике. Но это единственный мавзолей золотоордынского периода, то есть XIV века на территории Башкортостана. Единственный, построенный из кирпича. Раскопки проводились Ниязом Абдулхаковичем Мажитовым.
я воспринял это как рядовой курган. Курган диаметром где-то 18 метров, высотой около 2,5-3 метров. Курган. Раскопки мы начали как раскопки обыкновенного земляного кургана. Вот таким оставлением поперечных бровок тогда начали копать. Примерно снимали первые 2 штыка. И вдруг мы обнаружили, что дальше идет чистая кирпичная кладка. Сплошная кирпичная кладка. Для Урала это необыкновенная ситуация. Да. Все исторические памятники строились из дерева, сгнили. Это земляные следы только. Вот. А здесь кирпичная кладка. Да. Раскопки, вот, развалины, эти кирпичи снимали 1,5 года. Кирпичи разного цвета. Сырцовые кирпичи, жженые кирпичи. Да. И вот применение разноцветных кирпичей, да, создавало им сложный орнамент на стене, да, этого мавзолея. В центре погребальной камеры мы нашли одну могилу. Кабirden hülde çıkardılar. Hüldeni korap, kadın kız hülde meyiti ikenligin ispatlanırlar. Qora sesli, sesi uzun bulgan. Endi umrav hiyagi, şul kiye haqlangan. Umrav kiye hiyagin 2 qolu bilan tutup, Raşid ağay çıkarıp, vertikal ravishda ishlaytib ko'rsatdi ul tutib. Ham shul vaqtda ul aytdi, Bandabekaning legendalar do'kis bo'lgan deb. Ayda qorayig'ali deb Hüldani yerga shunda bolat ayniga tushab, qarag'ayni Rashid ag'ay istinlabda uning bir necha qabirg'ahi qiyshaygan bo'lgan teni. Shulay bo'lg'as istinlabda bu legendalarga hiylangan Bandabeka qabri ekanligin isbotlanirlar. Народная мудрость подтверждает археологические исследования, поскольку в могильной яме там действительно была захоронена женщина именно. Мусульманка, поскольку никаких вещей не было, лицо у нее было повернуто, голова ориентирована на запад, лицо повернуто на кыблу, как положено по мусульманским канонам. То есть это было мусульманское захоронение XIV века. Этот скелет отправили Марии Степановне Акимовой, Институт антропологии Московского университета. В 1969 году, через год, Мария Степановна умерла. Мы не можем найти этот скелет Бандабекова. Әлбәттә, бұл элегелектән халыктың ниндәйдер изге бер яндың яктары үз урынын алмайынса торып, дөньяга илгә именлек, яхшылык килмәйди янды. Илгә именлек, яхшылык килмәйди. Ягъни менә илгә изгелек теләп, илгә изгелек иткән кешенең һөяге тырым-тырагай кайдалар ятырга тиеш түгел дигән мәгънәлә ул килгән. Буга менә ышанмайынсалар мөмкин түгел инде. Элегелектә менә хатта һугышта кайдалар баштары ятып калган кешеләргә үз авылларының зыяраттарында таш куйгандар. Таш куйгандар. Ул бит бушка түгел. Ниндәйдер ырым булгандыр инде. Бәлки менә ысынлап та без уны урынлаштырсак, илгә именлек, дөньяларга тынычлык, табигатьтә тынычланыр дип уйлыйм. О Бандабеке в основном знают казахи, которые, проживают на пути Великого Шелкового пути. Оно идет как-то вроде по цепочке. В основе этой легенды Бандабеке лежит такая очень ценная идея о дружбе между казахами, между башкирами. Поэтому я даже в своих книгах писал, что этот памятник лучше надо рассматривать как общий памятник, национальный памятник дружбы между башкирским и казахским народами. С каждым вращением колеса мы становились все ближе и ближе к жемчужине Южного Урала, к Мурадымовскому ущелью. Уже издали я увидел, что скоро мы окажемся во власти величественных гор и скал.
Природный парк Мурадымовское ущелье было создан в 1998 году с целью сохранения уникальных эталонных комплексов природы. Площадь парка составляет 23 586 гектаров. Располагается он в административном, Угорчинском районе и Зилаевских районах. Перед парком стоят основные задачи. Это непосредственно охрана территории природного парка. Второе направление – это экологическое просвещение, всевозможные природоохранные акции с целью воспитания бережного отношения к природе. И третье направление работы – это создание условий для регулируемого туризма. Парк посещает порядка 10 тысяч человек ежегодно. Мы находимся в Мурадымовском ущелье. Это уникальный природный объект, геологический, спелеологический, где сосредоточены на маленькой территории 39 пещер. Но эти данные уже устарели, сейчас их становится все больше и больше с каждым днем, так как у нас здесь работает экспедиция. Началось изучение этого участка еще в 1960 году при геологической съемке. Наиболее известны здесь пещеры, конечно, вот те, которые находятся на этом массиве, чуть-чуть левее. Это Старомурадымовская и Грот Голубиный. Известны они прежде всего тем, что красивы. То есть находятся на достаточно высоком утесе и доступны достаточно. Оттуда хороший вид, и туристы очень любят посещать эти две пещеры. Но кроме того, эти пещеры оказались, что использовались древними людьми, и сейчас там работает экспедиция Вячеслава Георгиевича Котова по изучению этих пещер. Культурные слои. Это вот слой золы и, значит, окрашенный углем вот слой. Вот первый, вот это вот второй приблизительно. Вот есть еще третий. Вот он. В этих слоях вот были найдены, сделаны находки Кота Николаевичем Бадровым. Орудия, кости животных. Скорее всего, это были кратковременные стоянки, связанные с пребыванием здесь охотников на ископаемых животных. Вот. Это естественная охра. И вот здесь, похоже, отсюда брали охру. Использовался, возможно, для рисунков. Но здесь рисунки не сохранились, потому что из-за мороза осыпаются стены. Скорее всего, нет. Мало кто знает, что в пещерах Мурадымовского ущелья сохранились настенные рисунки древнего человека конца мезолита, начала неолита. Здесь в 1984 году спелеолог Федотов обнаружил рисунки. Это была вторая пещера у нас в Башкортостане, где были найдены рисунки. И рисунки были такие интересные, изображения антропоморфов, человечков. И, естественно, сразу же эта пещера была обследована Пшеничником Анатолием Харитоновичем и Кузеевым Рамилем Гумеровичем, которые предположили, что эти рисунки относятся к эпохе каменного века, примерно к рубежу 7-6 тысячелетия. Рисунки эти, в отличие от эпохи оледенения, изображают именно человека, птичий облик имеющий, то есть видно хорошо голова, вот иногда слегка вытянута вверх, вот растопыренные руки, как крылья, и, значит, такие вот, как хвосты. Подобные изображения называют птицевидными. Что они обозначают, пока сложно сказать. Вот, возможно, что это связано с представлениями о духах предках, значит, имеющих облик птиц. Душа птица, вот это представление характерно для многих народов, в том числе для предков башкир. Ну, она нуждается в освещении, пропаганде, чтобы не только местное население, но и все жители республики знали о том, что у нас есть не только пещера Шульгандаш, но и есть такое вот уникальное святилище, которое является как бы продолжением той древней традиции, возникшей еще 16-17 тысяч лет назад.
вкапывают, там есть обвалившиеся леса. Почему здесь нет? Что такое нашел? Зуб носорога. Эврика. Явно, так сказать, человек принес, потому что носороги в пещерах не обитают. Правильно, Юрий Викторович? Конечно. Хищными птицами или животными. Вот. Здесь совсем левее. Вот это. Камешек. В пещерах люди после эпохи оледенения не рисовали. Поэтому мы будем продолжать эти исследования, чтобы, так сказать, понять, зачем рисовали, что нарисовано. Ну а в более позднее время пещера Старомурадыновская почиталась местным населением, считалось, что здесь живет дух хозяин пещеры, который, если к нему обратиться с молитвой, может даровать бездетным женщинам дитя. И поэтому по свидетельству этнографов сюда бездетные женщины приходили и делали приношения или мазали маслом, так сказать, вход. И подобное явление тоже для Урала является достаточно редким. Такая традиция известна только на Алтае. Еще одна пещера здесь, в этом районе, это Новомурадымовская, которая привлекает туристов своей красотой внутренней. Там очень много натечных образований, разнообразная гидрология, животный мир своеобразный. Пещера протяженная, доступная часть пещеры более километра. А так она тянется 1860 метров, если полностью ее проходить. Пещера привлекательная, и на ее как раз базе, и на базе этих двух вот пещер создался этот природный парк Мурадымовское ущелье. Народу бывает много. Естественно, этот прессинг антропогенный, он ведет к изменению условий в пещерах. Все это сделала вода. Сверху растет сталактит, а снизу сталагмит. Каменная баба, Дед Мороз, это елочки, ели. Здесь мы полюбовались Дедом Морозом, каменным водопадом, итальянским залом и многим-многим другим, что сотворила сама природа. Мы вот подошли к хозяйке пещеры. Вот на стене, видите, вот, видно ее ноги, талию. Дальше мы пойдем сейчас медузы. Вот я сижу, значит, под сталактитом, который называется лампа. С этой лампы падают капли воды. И надо загадать желание, и чтобы оно исполнилось, нужно эти капли поймать головой. Вот раз, два, три. 3 капли поймал, все, желание сбудется. Особенно молодым девушкам. Чтобы вот жениха там заманить, замуж выйти. Мы находимся у каменного водопада. По стене текет вода, и здесь откладывается на стене, и вот в форме водопада, значит, вот получилось вот такое образование. Для того, чтобы вернуться в пещеру, кладут денежки. Губы как бы, да? Губы. Нос.
Вот если только взять насад, губастый, а если так взять снизу, то носатый получается. Вот так вот взять, это нос, губа. Значит, вот видите, вот каменные трубочки, да? Это как макароны, внутри полые они. И называют поэтому итальянский зал, потому что итальянцы любят макароны. Органный зал. Сегодня вы прошли маршрут по пещере. Новомородынская пещера или Сумган. Это самая красивая пещера на Урале. В память о том, что вы там посетили в пещеру, мы даем вам удостоверение, что он прошел туристический маршрут по Мурманской пещере и выполнил нормы заслуженного туриста Кукачинского района. Чадунели Ривас. Адам. Правильно сказал? Правильно. Атаджанов Игорь. Костяева Алена. Murtaza bizim ayak bulup bizden kanın ko'tardi. Murtaza bizim ayak bulup bizden kanın ko'tardi. Bashqurtiston degan elga yurak istarin berdi. Bashqurtiston degan elga yurak istarin berdi. Tilita, 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 tilita. За время этого увлекательного путешествия я познакомился и подружился с интересными людьми, прикоснулся к древним легендам, узнал многовековую богатую историю этого края. И еще я сделал для себя очень важный вывод. Одна из ветвей Великого Шелкового пути все-таки проходила именно здесь.